А вот я когда была в октябре это на родине, я была там, и моя сестра рассказала, что у них это в больнице, которая это есть, у них центр, это где она живет, это город Вахтат. Вот в этой больнице, да, у них есть кабинет, э, как это, как сказать, организовано с медицинскими это инструментами. Все как это гигиенические кабинет для обрезания мальчика. Как это после рождения малыша они, как это, роддом еще рядышком с этой больницей тоже ребенок появится на свете. Потом привезут это мальчику это через неделю, и хирург делает обрезание и отвезут домой. Забирают домой. Это очень, это как это здорово, что хирург это делает, это обрезание. А при СССР не хирург сделал. Я помню, это как моя мама рассказала, как ИЖС, русский это врач от Бога, врач с Богом, врач не дай Бога. А вот были такие вот это УСТО называли от Бога, да, которые они сделали обрезание. Ну, моя мама рассказала, что это они как это всякие подарки купили для мальчика, радовали мальчика, как это с мальчиком разговаривали, ну, пошутили. И в этот момент он как это сделал, это обрезание мальчика, что он как это не чувствовал, не плакал. А потом после этого, потом они еще мероприятия, праздники всякие, как это сыграли, как это э, собирали это все это родственники, они как, ну, радовались, как это они праздновали этот день обрезания для мальчика, как моя мама рассказывала про СССР. Сейчас тоже они празднуют, но сейчас отличие от этого времени СССР, что они хирург делает этот кабинет. Это очень здорово, хорошо, что хирург делает обрезание. И они забирают потом, когда они хотят, потом после этого они делают это, свои праздники. Потом на следующий год, через год, потом, когда они делают. Если нет, просто они подарки как принесет это малышу, поздравляют, что ты стал джентльмен, и уходят. Ну, как это посидят за столом. Ну, как круг это родственников. И такими проходит это церемония, это акика, это обрезание мальчика.